Приветствую, юные патриоты! Вы смотрите игру «Атуй на топ. Битва командиров». По коням, друзья! Пришло время сравнить знания и помочь своей команде стать чуть ближе к победе. В этом выпуске отстаивать честь своего шеймуратовского класса будут восьмиклассники. Знакомьтесь, это Ильнур Хасанов. Он ученик 8 Б класса Башкирского лицея имени Рамазана Умедбаева. Он приехал к нам из города Сибай. Непростой путь он преодолел, чтобы оказаться здесь. Но нашему герою все по плечу. Ильнур занимается грэпплингом. Серьезный парень. А еще он участник профильно-патриотической смены в парке «Патриот». Там, кстати, будет проходить заключительный этап нашей игры. Если, конечно же, ребята дойдут до него. Напротив него Тамерлан Латыпов. Он приехал к нам из города Давлеканово. Он ученик лицея-интерната, а еще выпускник детской школы искусств по отделению Курай. Тамерлан принимал участие в межрегиональной экспедиции «Казачья слава Дона» на территории Ростовской области. А еще Тамерлан вместе с классом победителей республиканских зимних шеймуратовских игр. Привет, ребята! Привет. Ну что, готовы начать игру? Да. Игроки начинают свой путь с поля старт и, бросая кубик, двигаются по игровой карте. Маршрут состоит из заданий как интеллектуальных, так и творческих. У каждого игрока по 3 карточки помощника. Исключить один неверный ответ, попросить помощь у соперника и звонок другу. Если ответить на вопрос не удалось, игрок делает ход назад. Тот, кто первее взойдет на гору, то есть финиширует, тот становится победителем. Давайте на камень, ножницы, бумага решим, кто первый сделает ход. Я первый. 1. И ты передвигаешься вперед. Хорошо. Тамерлан, как ты назвал своего коня? Я своего коня назвал Акбузат. А почему? На самом деле такого замысловатого ответа нет, потому что это имя просто мне нравится. Хорошо. А ты как назвал своего коня? Толпар, А почему? потому что коня Салавата Юлаева так и звали. Толпар. Хорошо. Можешь сделать ход. У вас у обоих пустые клетки, значит легкий путь. А ход снова к тебе переходит, Тамерлан. 2. Снова пустая клетка, снова легкий путь. Тамерлан, а вот ты вообще любишь играть в игры? Ну да, хотя смотря какие. А какие тебе больше нравятся? Наверное, больше связанные со спортом и интеллектуальные. А вы с классом часто играете? Конечно, даже собираемся во время свободного времени и занимаемся чем-нибудь, играем во что-нибудь также. Последний раз мы с классом участвовали в зимних шеймуратских играх, поехали в город Янаул, где взяли почетное 3-е место. Там были серьезные соперники, где они показали тоже хороший результат. Молодцы! Ильнур, твой ход. 5. Тебе выпала категория ОБЖ. Втягивай карту. 12. Как называется специальная одежда пожарного? А. Боевка. Б. Бушлат. Или В. Роба. Боевка. Почему ты так решил? Не знаю. Интуиция. Да. И это правильный ответ. Кстати, обратите внимание, что правильно говорить пожарный, а не пожарник. Пожарником в народе называют человека, который устроил пожар. А вы знали об этом? Нет. Нет. Теперь знаете. Тамерлан, твой ход. 4. 1, 2, 3, 4. Снова повезло. Да, и ты уже вместе с Ильнуром в территории лесов. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ильнур, тебе не очень повезло, ты увяз в болоте. Придется его обходить. Напомним, что ребята стараются не только ради себя, но и ради своих одноклассников. Победа в этой игре принесет команде вашего класса дополнительные баллы, которые ой как пригодятся при прохождении эстафеты.
Расскажи про свой класс. Мой класс очень активный, участвует во многих мероприятиях, как Шаймаратовские игры, Зорница, А ну-ка парни. И мы постоянно занимаем почетные места. Ты же командир своего класса. Каково быть командиром? Быть командиром сложно, потому что надо за всеми следить и быть ответственными за ними, и отвечать за их поступки. А ты можешь какой-нибудь случай вспомнить? Особо серьезных случаев не было, потому что наш класс очень порядочный и хороший. Угу. Тамерлан, твой ход. 1. Раз. Тоже категория ОБЖ. Цифра 6. 6-й вопрос. Когда можно снимать противогаз? А. После того, как спадет смог. Б. Когда вы выбрались из задымленного помещения. Или В. После команды «противогаз снять». После команды противогаз снять. Вам об этом рассказывали? Нет. Я думаю, я сам так думаю. Почему ты так думаешь? На самом деле интуиция. И это правильный ответ. У тебя хорошая интуиция. Ядовитый газ зачастую не видим. Ильнур, бросай кубик. 5. Раз, два, три, четыре, 5. Твой конь очень быстро передвигается и почти выбрался из болота. Тамерлан, веди своего аквазата. Цифра 6. Раз, два, три, 4, 5, 6. И ты тоже увяз в болоте. Придется побыстрее из него выбираться, если хочешь победить. Тамерлан, расскажи, тебе нравится быть в Шаймуратовском классе? Конечно, в Шаймуратовском классе находиться очень интересно, так как проводятся многие мероприятия, нас много куда возят. Для нас отдельно есть внеурочки, на которых очень интересно сидеть, слушать и что-то выполнять. Предлагаю посмотреть видеоролик, который нам прислал класс Тамерлана. Встать, смирно. Вас приветствует учащиеся 8-го Шаймуратовского класса МОБ лицей-интернат города Давлеканово. Здравия желаем! Сегодня мы, учащиеся Шаймуратовского класса лицея-интерната города Давлеканово, приехали в музей Ахияра Хакимова. Этот музей нам очень нравится, здесь мы бываем часто. Сегодня директор музея Галимов Марсель Аратович проведет для нас мастер-класс по стрельбе из лука. У этих высокопоставленных чиновников у них используется стеклянные жилеты. Они как раз из такого материала и производятся. То есть он очень эластичный, его даже одеваешь, он принимает форму тела. То есть он как костюм. Правильно, минералоном там гасовал. То есть в основном, например, оно состояло, получается, средняя часть. Здесь вот ставили рога животных. То есть их рога животных брали. У них, получается, на пальчике вот такой был крючок был. То есть и они стреляли, получается, вот так. У нее есть такой пляж, по позвоночнику. То есть оно очень твердый был материал, то есть из него крепкий материал, из него делали. То есть стрела, как понимаете, например, как вот, использовалась она, была разных типов. То есть стрела. То есть, вот, например, охотовые или любят охотный класс, они используют разную дробь, там, маленькие дроби, средние, большие. То есть стреляем только двумя пальцами, то есть два пальца. То есть именно тоже глазу подводите. Все, натянули, отпустили.
Арипов Азамат. Каримова Елена. Мероприятию всем участникам предоставилась возможность пострелять из башкирского лука, где были выявлены победители в турнире. Все участники получили грамоты и сертификаты. Кроме похода в музей, мы активно принимали участие в патриотических мероприятиях нашего района, таких как благотворительная мастерская «Активное долголетие», где мы научились плести маскировочные сети для участников специальной операции. Участвовали в республиканском слете поисковых отрядов патриотического объединения «Мы вахту памяти несем». Я, Латыпов Тамерлан и мой одноклассник Стретинский Данил внесли свой вклад в экспедицию межрегиональной вахты памяти «Казачья слава Дона». А именно, провели раскопки на местах сражений 112-й башкирской кавалерийской дивизии Обрезкового района с Ростовской области. В шаймуратском классе учиться непросто, но очень почетно. Мы очень гордимся тем, что стали шаймуратским классом, что нас теперь называют лицом школы. Нам нужно не только хорошо учиться, но и заниматься спортом, стать самыми дисциплинированными. И принимаем активное участие в республиканских и районных мероприятиях. Очень классный ролик получился. А кто придумал идею? Идею придумал весь класс, то есть мы совещались, посмотрели, подумали и решили, как будет лучше. А как долго шли съемки? Я не следил за временем и не могу сказать. Ну а тогда какой самый запоминающийся момент был? В этом ролике, В процессе съемок. наверное, интересно было то, что было за кадром, потому что за кадром остается самое интересное. За кадром не настолько все ответственно, как в самом кадре, потому что за кадром можно делать то, что хочешь, а в кадре уже все по плану. Хорошо. А вы часто снимаетесь? Так как у нас много мероприятий, получается, что да. Угу. Ильнур, твой ход. 5. Раз, два, три, четыре, 5. Легкий путь. Кстати, я заметила, что ты у нас уже у подножья горы. Ильнур, каково тебе учиться в шаймуратовском классе? В шаймуратовском классе очень прикольно учиться, потому что у нас постоянно мероприятия спортивные и исторические. Обычно наш класс отличается от тем, что мы в понедельник и в пятницу выходим маршировать на линейке и выносим флаги. А какие у вас еще дополнительные занятия есть? Занятия есть ОБЖ, там разборка-сборка дополнительные и исторические. Тамерлан, у вас также? Относительно, да. Хорошо. И сейчас твой ход. Снова 6. Раз, два, три, четыре, пять, 6. Ты очень быстро выбрался из болота и тоже у подножья горы. Ильнур. 1. Категория ОБЖ. Вытягивай карту. Число 8. Как называется сигнал оповещения, подаваемый перерывистыми гудками, сирена предприятий и транспортных средств? А. Внимание всем. Б. Осторожно. В. Всем в убежище. Внимание всем. Почему ты так думаешь? Интуиция. Ну, звучит более правильно, что ли. А на уроке ОБЖ вы это проходили? Но я не помню, что такого было. Но мы это вроде бы проходили, у нас была такая тема. А почему именно внимание всем, а не все в убежище? Потому что в убежище это более нелогичнее, потому что как будто бы уже что-то очень опасное. А обычно бывает что-то не такое опасное, из-за которого надо прям в убежище бежать. И ответ «внимание всем» – это правильно. Если вы находитесь дома,
в общественном месте и услышали звук сирены или звуковой сигнал «Внимание всем!», то немедленно включите радио или телевизор, любой канал. Друзья, а вы знали ответ на этот вопрос? Тамерлан? Цифра 2. Раз, два. И это не самая хорошая клетка, потому что тебе надо сдвинуться назад. Надеюсь, ты не увязнешь в болоте при следующем ходе. Число 2. Раз, два. Категория кони. Число 8. И снова восьмерка. Вопрос. Как зовут единственного коня 112-й кавдивизии, который вернулся домой в Башкирию с войны? А. Керчь. Б. Толпар. Или В. Орлик. Первый ответ. Почему ты так думаешь? Может, ты где-то об этом услышал? Я об этом слышал на уроках. На каком уроке? На уроке истории дополнительные. И ответ А. Керчь правильный. Керчь – настоящая легенда. О нем снято несколько документальных фильмов. В Стерлитамаке поставлен спектакль, а в деревне Ильчугулово Миякинского района ему установили памятник. После войны он жил там, работал по хозяйству. Всего Керчь прожил 23 года. Для коня это солидный возраст. А я предлагаю посмотреть ролик, который нам прислал класс Ильнура. Алмаға біз Сибай қаланың Рамазан Үнбаевтың Башқұрт лицейінің Шаймұратов классы. Біз 2-ші класста оқимыз. Біз әрбір республика еліштарында аудын қатнашады. Песня Шаймуратов генерал. Запевай. Мен ұшы класста оқығаныма ғұрланам. Очень классный ролик получился. Как долго вы его снимали? Ну, съемки длились там 2 дня. Монтаж уже 1 день, и все уже готово. А какой самый интересный момент был во время съемок или в самом ролике? Учитель предложил мне снять это видео. Я собрал свою команду, и мы сняли это видео с радостью и ответственностью. Очень хороший ролик получился. Тамерлан, твой ход. 1. Тебе выпало творческое задание. Ты можешь спеть песню или рассказать стихотворение. Я сыграю на курае. Очень красиво сыграл. Спасибо. Тамерлан, расскажи, а как давно ты играешь на курае? Я играю на курае уже со 2 класса и до сих пор хожу на кружок, точнее на урок. Тебе так нравится курай? Да, потому что, наверное, на первом месте это башкирский национальный инструмент. А ты больше творческий человек или спортивный? Наверное, больше творческий, но спортом я тоже занимаюсь. А чем ты чаще занимаешься?
Я занимаюсь спортом чисто для себя, а так никуда, ни на какие кружки не хожу. Хорошо. Ильнур, твой ход. 4. Раз, два, три, 4. Категория ОБЖ. Число 10. 10-й вопрос. Как называется кратковременная от нескольких секунд до 30 минут потеря сознания? А. Кома. Б. Наркоз. Или В. Обморок. Обморок. А почему ты так думаешь? Потому что кома это когда на длительное время, а наркоз это когда врачи вам сами этого делают. И твой ответ В правильный. Кома – это состояние между жизнью и смертью, а наркоз – это временное бессознательное состояние, в котором человек вводится с помощью лекарств. Друзья, а вы знали об этом? Надеюсь, что да. Тамерлан, твой ход. Цифра 5. Раз, два, три, 4, 5. И снова туда же. И снова мы идем по кругу. Почему-то Акбузату не повезло. Может, он голодный? Вряд ли. Ну ладно. Число 1. Пустая клетка. Ты у нас уже приближаешься к вершине горы. Тамерлан? Давай, пусть твой конь догонит. 1. Раз. Снова творческое задание. Может, ты стих расскажешь или споешь? Пожалуй, да, я расскажу стих. Күпме еллар үтте һәм ниһаят Шаймуратов Рәсәй батыры, Башкортымдың сагу горурлыгы, Уралымдың атлы хәтере. А где ты научился так выразительно читать стихи? С этим мне помогла наша учительница по башкирскому языку. Очень классно. Ильнур? 6. Раз, два, три, 4, 5, 6. Мы тебя поздравляем, ты выиграл. Победа в этой игре приносит вашему классу дополнительные баллы при прохождении следующего этапа. Мы тебя поздравляем. Спасибо. Что ты чувствуешь? Ты рад? Я очень рад, потому что я долго готовился и очень волновался к началу этого мероприятия. Тамерлан, а ты что чувствуешь? На самом деле я не расстроен, ведь у нашей команды еще есть несколько этапов, чтобы наверстать упущенное. Хорошо. Это был очередной выпуск телевизионной игры для юных патриотов «Атуйнатып. Битва командиров». Потомки Салавата отступать не умеют. Да пребудут с вами знания. Увидимся совсем скоро.